Значит, сегодня тема нашей лекции «Аэль, христианский святой или языческое божество абхазов». Пример трансформации христианских традиций абхазов в языческие. Я вас просто не заметил. Прежде чем мы начнем эту тему, поскольку у нас все-таки богословский лекториум, иногда какие-то интересные вещи, которые имеют отношение к понятиям не только богословия, морали, обыденной жизни и так далее, человеческих отношений, мы всегда на этих темах останавливаемся. Готовясь к этим лекциям, я совершенно случайно увидел, один из моих друзей опубликовал в Фейсбуке один случай, который в наше время происходит, я думаю, везде в мире. Вы поймете, о чем идет речь. И было бы интересно, как мне показалось, и нам, и вам, услышать диалог одного пожилого человека с молодым человеком, который происходит в автобусе. Классическая сценная история, когда пожилой человек заходит в автобус. Чаще всего в наше время, как вы знаете, они все переполнены, особенно в больших городах. И этот случай имеет место в Салониках, на автобусной линии номер 8, как пишет участник этого события, вдруг заходит взрослый человек и не видит никаких мест свободных в автобусе. И, соответственно, как вы знаете, всегда в таких случаях обычно начинается такое моральное поучение, как бывает с молодежи. И в частности, этот человек говорит: «Симера и не венсе вастите типута». В наше время, он говорит, у вас нет никакого уважения ни к чему. Я буду одновременно переводить с греческого, текст просто на греческом, этот постул на греческом. Далее он говорит, пропало уважение в современном нашем обществе. Вы, говорит, молодые, в наше время считаетесь только самим собой. Даже у вас нет никакого уважения к вашим родителям, которые иногда, вы видите, что они могут стоять на ногах и так далее. Классическое, начало обычного поучения взрослых людей. Далее он говорит, вы, говорит, создали общество, где не существует никакого уважения ни к чему. Вы, говорит, будете убивать друг друга завтра за одно место в автобусе. В этот момент один молодой человек, студент, как описывает автор этого поста, он вдруг обращается к этому пожилому человеку, при том, что и автор этого поста говорит, что отчасти, да, все мы согласны с тем, что говорил этот взрослый человек. И вот что говорит молодой человек. Могу я вам сказать несколько слов? Я, говорит, вас слушаю уже больше 5 минут. Вы, говорит, ругаете молодых людей. И, говорит, в целом современное наше общество. Я просто хочу вам напомнить, говорит этот молодой человек, что общество, о котором вы говорите, оно было создано вами, старшим поколением. Это вы, говорит, столько времени учили, чтобы мы думали только о сегодняшнем дне, только о самих себе, только о своем выборе. Это, говорит, ваше поколение изо дня в день, из года в год ходило и делало все возможное, чтобы устроить своих детей, своих родственников, своих друзей. И далее этот молодой человек говорит следующее. Это, говорит, ваше поколение, которое делало свой выбор всегда в нашей стране, не учитывая достоинства того или иного человека, а учитывая интересы, которые он принесет и выполнит вам.
Вы не учитывали историю нашей страны, вы не учитывали воспитание, культуру, традицию. Это, говорит, ваше поколение, которое приучило нас к понятию взятки для того, чтобы в своей жизни достигать все. И когда завершил этот молодой человек, ну, разумеется, пожилой человек был очень тронут, и он сказал, значит, немножко с озлобленностью, какое все имеет это отношение к одному месту в автобусе, которое можно было бы уступить взрослому человеку. Когда этот молодой человек продолжает, он говорит, уважение вы хотите выиграть за счет получения, но нужно личное усилие в жизни, чтобы добиться этого уважения. И далее он говорит, я думаю, чтобы если когда вы вошли в автобус, вы бы сказали любому молодому человеку и всякому находящемуся в автобусе, вы могли бы уступить место мне? Этот молодой человек говорит, я думаю, что каждый бы вам уступил. Но так как вы поставили вопрос, и так как вы начали, значит, ругать всех и вся, что мы в этом виноваты, значит, вот с этим я, говорит, не согласен. И как раз завершая, он говорит, нашему молодому поколению, я думаю, говорит, обращаясь к этому пожилому человеку, как раз на их плечи легло исправить то общество, которое вы создавали и в котором нет никакого уважения. Значит, думаю, что я не знаю, вы на какой стороне будете, на стороне взрослого человека или молодого, но, по крайней мере, тысячи людей, которые прочитали пост и перепостили в греческих порталах и так далее, большинство, конечно, было на стороне молодого человека. Почему? Потому что есть контекст, который еще нужно знать, и, к сожалению, мы практически повторяем все те ошибки, которые это общество, о котором идет речь здесь, греческое общество, прошло десяток лет тому назад. Да, когда мы сегодня, значит, идем в университет, заканчиваем школу, простите, да, значит, заканчиваем школу, если мы хотим медаль, мы платим деньги. Потом мы идем в университет абхазский или любой другой. Если мы хотим высшее образование и диплом, мы опять платим деньги. Значит, потом мы в процессе то же самое делаем. Потом мы посылаем этих выпускников, значит, в сельские школы и так далее, и там мы не имеем никакого образования, никакой подготовки для того, чтобы эти молодые люди вошли в общество. Далее мы все стремимся стать, значит, заняться политической карьерой, стать президентом, ну, в крайнем случае, премьер-министром, да, ну, ни в коем случае не меньше. Вот. Значит, и все это делается, нарушая вот принципы общества, которые и наши с вами предки, и все человечество в целом очень долго и многие века думало и формировало, нарушая все вот эти принципы. И потом вдруг мы обнаруживаем, что, оказывается, мы имеем такое страшное общество. Да? Значит, любой молодой человек ведет себя недолжным образом на улице, любой может высказаться в твой адрес, любой другой человек может проявить никакого уважения и так далее, и так далее. Все то, что вы хорошо без меня знаете. Поэтому вот смысл вот этого, значит, диалога заключается в том, что не перебрасывание камнем, да, значит, старший виноватый, младший виноватый, кто из нас виноват, а все-таки всем нам вместе нужно понимать, что и мы с вами в Абхазии сегодня стоим на грани, а может быть мы уже и прошли, на грани формирования вот такого общества. Теперь перейдем к основной, я это говорю, потому что здесь тоже очень много молодых людей, поэтому к вам чаще всего обращаюсь. Теперь, что касается темы нашей лекции. Значит, в 1852 году известный абхазский этнограф Соломон Тимурманович Званда в газете «Кавказ», значит, это такая выходила газета в XIX веке, все ее номера хранятся в Химках в музее, в филиале
Ленинской библиотеки в Москве, в том числе и «Ваш покорный слуга», какие-то номера, может быть, не все тоже просматривал. Он опубликовал в этой газете такой очерк под названием «Обряд жертвоприношения святому победоносцу Георгию, совершаемый ежегодно абхазцами». Значит, эта работа издавалась. После этого не обязательно вам искать эту газету. Слава Богу, все публикации в этой газете Соломона Званба не издавались в разное время. Вот у меня в руках последнее издание, подготовленное профессором Георгием Алексеевичем Зизаре, с комментариями, с описанием, жизнеописанием самого автора, который называется «Абхазские этнографические этюды». Значит, кому, если будет интересно, слава Богу, это не проблема, и в интернете тоже, в Абхазской библиотеке, так называемой, оно тоже выложено в электронном варианте. Почему я обратил внимание на эту статью? Вы знаете, Денис Вячеславович меня поймет, те, кто занимается наукой, тоже меня поймут, я десяток раз читал эту статью, будучи студентом, затем готовясь к каким-то лекциям, но почему-то упустил многое из того, что там сказано, и только сейчас, значит, спустя, скажем, 20 лет после прочтения впервые, я совершенно по-другому увидел этот текст и расставил те акценты, которые почему-то ускользали из внимания как моего, так и наших этнографов. Значит, почему вызвала такой интерес вот эта статья? Во-первых, в ней дается подробное описание самого обряда жертвоприношения в честь святого Георгия, включая молитвы, которые произносил человек, который совершал этот обряд. Конечно, очень жаль, что в то время, когда делал эту запись Соломон Званба, не было еще абхазской письменности, и он, конечно, не мог зафиксировать на абхазском языке эти молитвы. Это было бы, конечно, для нас бесценно. Второе. Значит, обряд зафиксирован в период 1852 год, когда не было еще сильного, значит, с одной стороны, турецкого влияния, и с другой стороны, не в меньшей степени, это очень важно, влияние русского православия в лице созданного годом раньше написания вот этой статьи абхазской и потом сухумской епархии. Значит, стало быть, описанный обряд мог еще сохранять элементы традиции раннего византийского христианства, которое было принято, как вы знаете, еще в древности абхазами. И как мы ниже увидим, действительно, в этом обряде, который я буду вам зачитывать, прослеживаются черты восточных древнехристианских традиций, связанных с почитанием одного из величайших святых церквей, святого Георгия Победоносца. Дальше. В-третьих, что не в меньшей степени важно, что этот обряд был записан природным абхазом, владевшим абхазским языком, выросший в абхазской среде. В одной из своих статей он говорит следующее, в том числе религиозной среде. В младенчестве, он пишет сам, часто присутствовал при религиозных обрядах абхазского народа. С одной стороны, то есть он хорошо знал село, традиции, религиозные обряды. С другой стороны, он был очень образован для своего времени, он был офицер российской армии, он хорошо был знаком с православием, поэтому его понимание зафиксированным им обряда имеет очень важное значение. И оно, что самое трагичное, абсолютно расходится с пониманием, значит, этнографов советского времени, которые обращались к этому тексту, и впоследствии наших современных этнографов. То есть человек, который записал это более 150 лет тому назад, понимал ее совершенно иначе. Сегодня мы с вами в лице абхазской этнографии, значит, религиоведения у нас как такого пока еще нет, понимаем совершенно иначе. Разве это не должно у нас вызвать, так сказать, какое-то недоумение? Дальше, в-четвертых, почему важен этот текст? Он нам помогает воссоздать прототип, да, вот совершения этого обряда и других, в том числе абхазских обрядов, поскольку в наше время очень большой интерес к ним.
и очень много традиций, которые исключительно фантазии так называемых, или как мы говорим, жрецов, хотя это слово не хочу употреблять, потому что в абхазской среде такого понятия, жрец не существовало. Там все-таки была другая традиция, нахара и так далее. Они немножко, жрец у нас всегда вызывает какую-то такую традицию древнеегипетскую, древнеантичную и так далее. В абхазской среде все-таки там была более традиционная форма молитвы. Так вот, к чему я говорю? Значит, вот этот прототип. Понятно, что и в 1852 году, когда этот человек записывал, что-то могло быть упущено, что-то изменилось, не то, что изменилось, вполне вероятно, что изменилось. Но тем не менее, это один из первых зафиксированных текстов. И, соответственно, если исходить из того, что мы сегодня имеем, конечно, мы ему даем предпочтение, потому что он самый ранний текст зафиксирован с этой традицией. Теперь далее. Значит, переходим к самому тексту. Вот. Я буду он небольшой, я буду вам зачитывать и приводить какие-то отдельные комментарии к этому тексту. Начинается со следующих слов. У каждого абхазца есть в стаде лучшая корова, у которой кончик правого уха отрезан. Корова эта назначена для жертвоприношения святому Георгию. Из числа кувшинов, зарытых в сарае абхазского хозяина, самый большой предназначен также в честь этого святого. Кувшин этот ежегодно при сборе винограда наполняется чистым красным виноградным соком, и над ним совершается жертвоприношение. Значит, первый фрагмент этого текста. Георгий Алексеевич Дзыцарь, который, собственно говоря, в окончательном варианте издал все эти тексты с комментариями, он говорит следующее. О том, что когда говорит Званга, что это общеабхазская распространенная традиция, это, дескать, не точно. Мы тоже с вами можем согласиться с этим. Почему? Сегодня в современной абхазской среде эта традиция совершается, она называется адзак. Да? Практически в большинстве абхазских деревень, и в том числе у меня дома, ежегодно это совершается. Но ни мои родители, ни все остальные никогда не говорили, я не помню, чтобы они где-то это обозначили, что это в честь святого Георгия Победоносца. То есть обряд, в принципе, с изменением формы его совершения сохранился. Но в честь кого никто ничего не знает. Сегодня можно разные вариации услышать. Мы, например, когда делаем дома, обращаемся к Зарах или к Фунскому храму, другие к Илорскому храму и так далее. Но вот конкретизированного определения все-таки в честь кого совершается. И самое страшное, понимаете, даже не только нам определить, самое страшное, что для тех людей, которые это совершают, это стало абсолютно безразлично. В честь кого и для чего? Вот в этом трагедия заключается. То есть это стал как очередной обряд, в котором мы собираемся покушать, извините, так сказать, за выражение, повеселиться, устроить очередной пикник и на этом разойтись. Все-таки, если мы говорим о прототипе, о возвращении к исходным традициям, значит, мы должны здесь учесть некоторые нюансы. Прежде всего, мы ставим вопрос, действительно ли, как сейчас было и раньше, что абхазцы ничего не знали о святом Георгии, за исключением Илорского храма и так далее. Нет, братья и сестры. Исторические факты нам говорят следующее. Почитание святого Георгия было общераспространенным на территории Абхазии. Значит, не только связано с Илорским храмом, это особая тема, это особое почитание, это особая святыня в честь святого Георгия Победоносца, но и в Бзыбской Абхазии, и вплоть до территории прибрежных адыков. Значит, чтобы не быть голословным, я приведу следующие несколько примеров. Вы понимаете, что тут материала очень много, и за одну лекцию я вам все рассказать не смогу, но все-таки какие-то очень важные я выделю. Значит, в середине XVII века Иерусалимский патриарх Досифей Натар,
который потом издаст знаменитое свое сочинение «История иерусалимских патриархов», или оно называется «Главы Гавилос», или «12 книг», в котором очень важные фрагменты по истории Абхазии сохранились. Но помимо исторических материалов, которые он брал из источников как в Иерусалиме, так и здесь в Абхазии, будучи и в Западной Грузии, он еще ставил нам описание своего путешествия. Так вот, значит, он сопровождает патриарха Иерусалимского Паисия. Это 1658 год. Значит, они плывут из территории современной Румынии. Значит, они там останавливаются в каких-то монастырях, и теперь они намерены плыть в Синop, в сторону современной Турции. И плывя оттуда, подплывают к берегу, как он говорит, Зихи, да? И он говорит следующее. Мы бросили якорь на месте, вблизи которого находилась скала Зихов. Ну, тут всегда нужно контекст учитывать. Досифей пишет Зихи, почему? Потому что он, зная источники, говорит, что черкесы в древности именовали Зихи. И поэтому, значит, он использует, хотя в его время такого рода названия уже практически от местных жителей он не слышал. Под названием, значит, место называется Кодоси, там, где между двумя протоками имелось место для укрытия. Значит, человек, который впервые сделал доступным этот текст для европейского читателя Мари Бруссе, который писал на французском языке, он внес в этот текст свое пояснение, что говорит, согласно древним картам, это место должно быть в мысе, в районе мыса Адлера или ближе к Гагру. Но если брать исключительно по созвучию, конечно, Кодоси или Кодоши созвучно с мысом Кодош в районе Туапсе. Сейчас я не берусь значит, за вопрос локализации этого места. Приблизительно мы понимаем, что это в районе, значит, границы сальцев и, значит, прибрежных адыгов современных. Да? Вот, грубо говоря, Краснодарский край. Дальше он говорит, здесь находился очень высокий, значит, я перефразирую слова патриарха Досифея, очень высокий, четырехугольный, из цельного камня столб колонна, увенчанный каменной верхушкой. Перед этой колонной, значит, патриарх Досифей и те, кто его сопровождали, нашли бронзовую икону святого Георгия. На ветвях деревьев, расположенных вокруг колонны, были развешаны головы кабанов, оленей, стрелы, копья, шпаги, якоря. По словам патриарха Досифея, ко всем вещам никто из местных жителей не прикасался. Более того, один из местных жителей показал им из берега полузатопленное судно. И он сказал, что вот это судно прибыло, значит, вместе с турецким флотом сюда, и один из солдатов, который находился на борту этого судна, взял из вот этих приношений, лежавшие около иконы, одну из вещей, их судно утонуло. И вот этот местный житель, значит, он говорит, что если вы хотите избежать этой участи, значит, ничего не берите, вы то же самое. Почему он это сказал? Потому что патриарх Досифей был ученый человек, ему было интересно все эти, значит, вещи и так далее. Да? Не с точки зрения их вывести, продать, как сейчас думает большинство людей, да? Но с точки зрения обследовать и потом в Иерусалиме сказать, что вот он нашел такую очень важную вещь. Поэтому они ему не позволили. Дальше. Через несколько дней приходит к нему старичок в сопровождении людей, как он сам это говорит. Значит, и они его спрашивают, какой он веры. Значит, и старичок ничего не мог ответить, видимо, из текста, значит, описания. Я полагаю, что ему трудно было сказать с точки зрения понимания языка. Либо ему было трудно сказать, что вообще они от него хотят, значит, какую конкретную информацию. Но он что сделал? Он понял, что их интересует, он залез в сумку, которая была с ним, и вытащил одну книжку, и показал, и сказал им, вот я, говорит, имею книгу, а вы могли бы такую мне подарить еще одну книгу? Патриарх Досифей говорит, что мы раскрыли, увидели,
молитвослов, часослов на греческом языке венецианского издания. Значит, все греческие книги богослужебные издавались после падения Константинополя. Была очень большая диаспора в Венеции греческая. Там до сих пор есть целый квартал, греческий квартал, в котором находится и митрополит всей Италии греческой церкви. Я имел счастье жить несколько дней вот в этом квартале и служить в этом храме, и причем храм Святого Георгия Победоносца. Вот эту деталь я в статье своей забыл отметить. Вот. И к чему я рассказываю? Тогда, как вы понимаете, потом они уже вступили в какой-то небольшой диалог, и из слов вот этого старика и сопровождавших людей, что они держат пост. Нет, вроде, вот все. Значит, что они держат пост в среду и в пятницу, он сделал вывод о том, что они христиане. Значит, и некоторые из них сказали, что не только среда и пятница, но мы и Великим постом держим пост. Вот первый фрагмент, из которого, как вы видите, значит, исключительно речь идет о христианстве, о традиции христианства, даже об использовании, распространении, значит, книг, христианских книг, которые поступали сюда. Единственное, что хочу обратить ваше внимание, к сожалению, русский перевод вот этого текста, он был издан Селезневым в журнале Министерства народного просвещения в 1843 году. Я не знаю, я пока не имел возможности сравнить с оригиналом текста Броссе, но либо Броссе уже допустил ошибку, либо сам этот переводчик, например, где речь идет о бронзовой иконе, там говорится бронзовые статуи. Понимаете, это очень важно, что статуя в традиции как бы восточных народов Святого Георгия практически очень редко встречается. Или же в отношении вот этого названия кондоси, контози он переводит, но там уже передача, транскрипция живого греческого языка и классического греческого представления западных ученых, которые учили совершенно по другой методике другим учебникам. И другие еще некоторые неточности, например, первый текст меня тоже ввел в путаницу, потому что Броссе пишет о том, что он имел молитвослов. Но там не говорится о том, что молитвослов, изданный венец, у человека, если нет определения греческий, может сложиться впечатление, что это мог быть и молитвослов, подаренный итальянским миссионером, вот, изданный в Венеции, на латинском языке. Да. Но тут как раз идет о греческом. Дальше. В работе известного этнографа Кавказаледа, профессора Ленинградского университета по кафедре этнографии, Георгия Филипповича Чурсина, его работа, я думаю, большинство из вас слышали, материал называется «По этнографии Абхазии», они были изданы в 1856 году, но он их собирал и готовил публикации в 1928 году. То есть это тоже очень важный момент. Еще революции и последующие события не наложили такого отпечатка на религиозную жизнь абхазцев. Он пишет следующее. Значит, в районе Творчала, он тогда называет село Творчал, у человека по фамилии Акшва, он не называет имя информатора, он услышал следующую легенду. Был когда-то молодой охотник, значит, говорит этот информатор, отличный стрелок по имени Георгий. Раз он пошел один на охоту, встречает другого охотника, сели отдохнуть. Георгий достал имевшийся у него акопар с медом и стал угощать его, это варенье с медом. Окончив еду, поднялись, и встречный охотник говорит Георгию: или я пойду к тебе, или ты иди ко мне. Пойдем ко мне, отвечает Георгий. Георгий пригласил соседей на пир, устроенный в честь гостя. Затем легли спать. Ночью гость встал, подошел тихонько к Георгию, вырезал у него, обратите внимание, кроме сердца, печени и легких, все остальные внутренности и снова аккуратно зашил. Георгий ничего не заметил. Утром гость предлагает Георгию: пойдем на охоту. Георгий соглашается и предлагает сначала закусить. Угощает гостя, но сам не может есть.
Гость говорит: пойдем на охоту, вернемся, у тебя явится аппетит, тогда поешь. Пошли по направлению к морю, гость говорит: пойдем по берегу, побьем вредных зверей. Подошли к берегу, гость пошел по воде. Георгий удивляется, гость обернулся, зовет Георгия, Георгий же тоже пошел по воде. Вот я здесь пока останавливаюсь. Сегодня, если вы были внимательны, какое евангельское чтение было? По воде. Да, то есть фрагмент Евангелия, когда Христос шел по воде. Да? То есть вот этот текст, который был записан 2000 лет тому назад, мы встречаем в тысячах вариантах у разных народов с разными, значит, подтекстами. Человек, который комментирует вот этот текст, не зная христианства, значит, он, соответственно, будет выдумывать разного рода легенды. Дальше. Убили они много вредных зверей, снова вышли на берег. Вот что значит убили они много вредных зверей? Вот что в вашей голове, спросите за такую анатомическую конкретизацию, значит, связывается со святым Георгием, которого вы знаете из христианской традиции, из легенд христианской традиции. Да, дракон. Значит, знаменитый случай, когда он убивает дракона. Значит, дальше гость говорит Георгию: ты честный, правдивый человек. Бог наделит тебя способностью различать правду и неправду среди людей. Сказав это, он полетел на небо. Вот теперь обратите внимание на следующее. Георгий еще долго жил, был праведником. После его смерти люди разделили его кости, каждый взял какую-то часть. И где имеется кость Георгия, то есть мощь Георгия, там Аныха, священное место. Так появился Лашкендар и все другие святыни. Кто говорит неправду, поступает неправедно, на того насылает наказание святой Георгий. Значит, я хочу особо обратить ваше внимание. Автор данного рассказа, который жил в 30-х годах 20 века, поблизости от Лашкендар-Наха, значит, кто из вас был в Лашкендар? Ну, Денис Лещалович, мы бывали. Кто-то из вас был, и кто из вас не был? Да? Ну, нам надо все-таки организовать, я каждый год это говорю, паломничество туда. Значит, это находится Лашкендар-Наха в Корчалах, туда же очень долго подниматься, без проводника туда не попадешь. Вот. Денис Лещалович, я знаю историю, когда он со студентами тоже заблудился, очень долго искали. И там, поднимаетесь, и стоит замечательный христианский древний храм с так называемыми георгиевскими крестами. Вот. Конечно, сейчас он в страшном состоянии, и каждый год природа наносит ущерб, но это очень древний храм. И вот человек, который жил рядом, воспринимал это место как христианскую святыню, как храм в честь святого Георгия Победоносца, в котором, по его мнению, из того, что вы слышали, должны были находиться частицы мощей названного святого Георгия. А теперь спросим, так ли воспринимают современные жители этого района, около этого храма, и в том числе потомки названного этого человека из Кремлевского? К сожалению, нет. Почему? Во-первых, потому что была потеряна в советское время преемственность, и они ничего, конечно, большей частью простые люди не знают ни о профессоре Чусне, ни о его записях. Во-вторых, из-за отсутствия христианского опыта жизни, а также под влиянием абхазских этнографов советского времени, произошла трансформация. То есть сегодня люди, которые там находятся, они вам могут сказать, что это божество, языческая традиция. Некоторые исследователи, ну, сказал бы я так, популяризаторы, да, истории Абхазии, не буду называть фамилиях, они даже придумали, что это храм в честь собаки, что здесь, значит, была традиция почитания собаки у абхазов, там находится барельеф, в котором они изображены. То есть сложилась целая легенда относительно этого храма. Сам же Чурсин, обратите внимание, он говорит следующее. Значит, после фиксации этой записи.
Этот рассказ, он говорит, видимо, был составлен и, несомненно, из христианских сказаний о святом Георгии и других святых. То есть, в этом рассказе, если вы знаете византийскую традицию, значит, так называемую агеографическую традицию, вот я взял для вас специально жития византийских святых. Значит, здесь собраны разного рода тексты, отдельные тексты, таких сказаний очень много, и они бы не уместились в десятки томов. Но, тем не менее, автор, который издавал эту книгу, переводя с греческого, он решил, что будет интересно, например, русскоговорящим читателям. И здесь даются описания чудес и святых разных святых, почитавшихся на Восточной Церкви, в том числе и святого Георгия. Я не буду, разумеется, вам зачитывать весь этот текст, я просто хочу сказать, что если вы почитаете вот этот текст, а этот текст был составлен в 8-9, некоторые из них в 10 веках, понимаете, то есть Ашба, о котором я говорил, это он рассказывал устно, да, у него не было никаких текстов, в которых он мог бы уточнить, да, а мы с вами имеем возможность уточнить, и вы увидите, что практически рассказы сходны, только автор этого текста, поскольку это зафиксированный текст, конечно, больше точности, конкретные имена, конкретные указания топографических названий и так далее, и так далее. Но сам рассказ, значит, в чем он заключается? В том, что один из простых жителей района Каппадокии потерял своих волов, значит, он долго искал, для него это имело огромное значение, как для любого крестьянина. Потом жена ему говорит, что нужно дать обет и обратиться к святому Георгию с молитвой. Он обращается и говорит святому Георгию, что я тебе принесу жертву. Если я их найду, я в честь тебя, значит, принесу жертву одного из этих, значит, волов, да? И потом вдруг действительно он находит, ну, как и любой простой человек, он говорит, ну, может быть, не стоит сейчас, так сказать, такую жертву делать, может, ограничимся более маленьким, но все-таки потом нашлись и другие, которые ему подсказали, что ему показалось, что это святой Георгий помог ему, это были обстоятельства, не обязательно это делать. В конечном итоге много раз ему является святой Георгий и требует от него выполнить свой обет, который он дал, и принести этого быка в жертву, какой бы цены эта жертва ни была. И в конечном итоге, значит, этот человек режет быка, и, значит, зовет соседей, вдруг является этот юноша святой Георгий. После всех торжеств, значит, происходит воскрешение этого быка. Вот эта сцена воскрешения быка у нас даже есть в западных грузинских храмах, которые строили абхазские цари. Даже фрагмент фресок у нас сохранился. Но и потом он передавался, и, как вы знаете, есть целая традиция в Иворском храме, я чуть позже об этом скажу. Другими словами, что я хочу здесь для вашего внимания? Нам всем нужно понимать, помимо возвышенного евангельского понимания христианства, помимо серьезных догматических и богословских споров в истории церкви, существовали и различные простые формы восприятия христианской веры, приближенные к простейшему быту крестьянина, которые составляли основную часть населения той же Византийской империи. При этом эти простые формы не были лишены самого главного – веры, лежащей в основе евангельского учения и догматического учения церкви. Понимаете, то есть вот очень часто клеймили абхазское христианство в XIX веке разные исследователи, которые попадали в нашу среду, например, выросшие в Санкт-Петербурге или в любой европейской столице, ему казалось, все, что он здесь видел, что это никак не может иметь отношение к христианству. Но не нужно забывать, братья и сестры, еще раз повторяю, простые формы, простая форма восприятия христианской веры для простого человека. Мы не должны от каждого требовать глубоких богословских знаний, значит, исключительно полемизировать на догматические темы. Это результата никакого не даст. Да, эту планку мы должны держать. Например, если вы ставите в своей жизни цель
достичь понимания подлинного христианства, если вы пойдете по пути нарастающей, в конечном итоге вы должны отказаться от всего. И от книги, и от традиции, и от физической реальной жизни в конкретной среде, от всего. И даже в конечном итоге, как говорили святые отцы, вы даже должны отказаться и согласиться с таким термином, как «Бог не есть Бог». Есть такое отрицательное богословие, называется. Людям кажется это парадоксальным, как человек может сказать, что Бог не есть Бог. Это мы говорим почему? Потому что мы показываем, что рациональным познанием, когда мы идем, мы достигаем какого-то момента, когда наступает молчание. То есть мы понимаем, что выразить то, что мы имеем опыт религиозный, мы не можем. Да? И Бог не есть Бог означает, что Бог не тот Бог, который мы вкладываем в это определенное слово. Вот. Поэтому, конечно, это наш с вами путь, и мы его должны достигать. Но, достигая его, если кто-то из вас идет по этому пути, и даст Бог когда-нибудь станет великим богословом Абхазской церкви, значит, великим догматистом и так далее, вы ни в коем случае не должны, оборачиваясь по сторонам, упрекать всех остальных людей в том, что, если они ничего не знают, да, что они не христиане, что все, что они делают, это, так сказать, презрительно. Так? Ни в коем случае брать, естественно, нельзя. Может быть, Господь и ему, простому человеку, который совершает вот это жертвоприношение, которое я сказал, по его вере может дать намного больше познаний, чем вам и мне, которые следуем исключительно, значит, там, книгам, каким-то работам, богословским трудам и так далее, и так далее. Поэтому не исключайте такой возможности никогда. Вот. Тем более, что я вам зачитывал один очень известный фрагмент про лису, которая вскармливалась, помните, пустынником. Этот фрагмент записан в известной книжке отца Тихона Шевкунова, значит, ныне уже епископа Тихона Шевкунова, «Не святые святые». Если вы там посмотрите, фрагмент как раз очень показательный. Дальше. Помимо вот этих примеров, которые я вам привел, например, на территории Абхазии существовали аэрь-наха, не только Белови, аэрь-ацнаха была. Вот. Значит, еще в нескольких местах. Почему? Потому что это храмы в честь святого Георгия. Но так сложилось, что Илорский храм выделился, и практически, когда уже у нас не было христианства сильного на территории Абхазии, все, что было связано со святым Георгием, было вокруг Илорского храма. В частности, что сообщает тот же профессор Чурсин, который 8 мая 1925 года он посетил этот храм. Там мне было показан железный лук, длиною около 2 метров, с железной тетивой. Стрелять из такого лука, конечно, нельзя. И он представляет не что иное, как приношение какого-либо набожного богомольца и выкован, несомненно, местным кузнецом. В народе, однако, полагают, что этим луком некогда пользовался святой Георгий. Больные иногда пролезают между тетивым луком для избавления от болезни. В ограде храма у каменной стены кое-где можно видеть оставленные богомольцами в дар святого Георгия железные стрелы, большей частью раздвоенного типа. Они вот так выглядят. Если вы в абхазских музеях будете, стрелы, вот о которых идет речь, они вот такой формы. Значит, обрезал. Стрелы куются местными кузнецами и составляют приношения некоторых фамилий. Стрелы приносят и члены других фамилий специальной целью наложения проклятий. Если какого-либо обокрали или обидели, он приходит в Илор с железной стрелой и, произнося проклятие на своего обидчика, втыкает ее в стену. Некоторое место стрелы втыкают и в таких случаях в дерево железные гвозди. Простите, значит, некоторые вместо стрел втыкают в таких случаях в дерево железные гвозди. Кто-то из вас видел дерево, которое стоит рядом с Илорским храмом?
Ну, вот сейчас, к сожалению, там с этими неоязычниками все наоборот происходит, но там вы увидите очень много этих гвоздей. Храмовый праздник в Илоре 23 апреля и 10 ноября по старому стилю. В прежнее время на праздник собиралось много народу. За последние 4 года перед моим посещением храмовый праздник никем не посещался, кроме местных жителей. В 1925 году на празднование Святого Георгия 23 апреля собралось из окрестных мест до 500 греков, 600-700 самурзаканцев, то есть абхазов, мигрелов и армян. Вот это уже советское время, как вы понимаете, еще люди не могут, значит, должным образом, уже не могут, как это хотелось бы, значит, отмечать День памяти Святого Георгия. Вот. Но тем не менее, вы видите огромное количество. Вот теперь скажите, пожалуйста, вот этот фрагмент, 1925 год, с тем фрагментом, который я вам зачитал, 1652 год, которые происходят совершенно в разных местах. Одно это дальше Сочи, здесь, значит, в Бобруйской части Абхазии. Посмотрите, практически нет никакой разницы. Вот. Значит, и потом, с появлением этого текста, появляются наши ученые, например, один из них пишет следующее. Значит, комментируя данное сообщение, значит, Званного, он говорит следующее. Несколько слов об Аэге, потому что святого Георгия, очень важно, вы ниже увидите, в тексте, который я вам читаю, Соломон Званный еще пишет как Аэге. Несколько слов об Аэге. Одном из главных и древнейших абхазских божеств, упоминаемым в статье Званного. До сих пор в литературе нет единого мнения об этом божестве. Дир склонен отождествлять Аэр с божеством молнии, грозы Афы. Веденский определяет Аэр как бога воров и разбойников, что является односторонним, потому неверным, а между тем оно было подхвачено многими авторами. Действительно, Аэр, известный Аэр, сближается как с Аджейпша, так и с Афы, которые некогда в понятиях абхазов даже смешиваются, выполняя одинаковые функции. И дальше идет вот целый комментарий. Друзья мои, ну, разве вот вы, например, не зная статьи современных этнографов и то, что говорят современные неоязычники абхазские, да, значит, не знаю, вот вы прочитаете статью Соломон Званного, что такое впечатление сложилось, что речь идет о боге воров и, значит, кого-то еще. Вот. Речь состоит в том, что все очень легко определяется. Я вам принес специально еще одну книжку, значит, она на греческом языке, Святой Георгий, значит, в эллинизме Понта. Это противоположный берег Черного моря. И вот здесь эта женщина собрала материалы, этнографические материалы жителей Понта, греков, они отличаются от жителей Лады, у которых огромное количество традиций, обрядов, связанных со Святым Георгием. И самое интересное, что они точно так же, как вот в этом описании, в день Святого Георгия приносят жертвенное животное, рассекают ему ухо, проводят 3 раза вокруг храма. Они точно так же, как и мы, предпочитают празднование Святого Георгия не 23 апреля, то есть 6 мая, а 10 ноября, значит, когда только жители Кавказа, восточные, значит, жители Понта, армяне, греки, значит, мингрелы, абхазы, южные, значит, осетины, они празднуют день перенесения мощей Святого Георгия в ноябре с большим торжеством, чем его день памяти кончины в мае месяце, как в остальных церквях. Более того, они же, понтийские греки, называют ноябрь месяцем Святого Георгия. И самое интересное, они его называют, Святого Георгия, Аэрги. То есть они не говорят Агиус Георгиус. Они сокращают вот это «ай», когда они говорят «Святая София», а «Ая София». Аэрги,
И туда же, вот в этих текстах, что я еще обратил внимание, в этих текстах, везде, где дается святой Георгий, еще идет святой Федор. Значит, у абхазов тоже, значит, вы помните, как я это говорил? Как звучит по-абхазски святой Федор? Айтак, да. Значит, потому что этот святой Федор, он тоже из этих же мест, из этого же понта. Значит, поэтому, понимаете, без учета традиций, этнографического материала, тех мест, в которых родился святой Георгий, где существовала традиция его почитания, как мы можем с вами определить, значит, традицию абхазов там, где мы встречаем святого Георгия? Более того, сами исследователи отмечают, что для понтийских греков, это более 1 миллиона человек, для понтийских армян и, значит, жителей, даже турецкого происхождения жителей Турции, святой Георгий один из самых главных святых. Он стоит на 2-м месте после почитания Богородицы. Представьте себе, какое почитание. Теперь смотрите, до сегодняшнего дня, после падения Византии, единственные храмы, которые никогда не закрывались на территории Османской империи и современной Турецкой республики, при всем том, что резали и уничтожали все христианские народы, и греков, и армян, и так далее, живших на этих территориях, единственные храмы, которые не закрывались, они в честь святого Георгия. Почему? Потому что в этих храмах до сих пор совершается паломничество и турецкого населения, мусульман. Настолько они чтят и святого Георгия, что никакой житель, какой бы он фанатически не был настроен, никогда, значит, ничего не сделает в отношении храма святого Георгия. Заметьте, день торжества святого Георгия, значит, у разных народов, которые жили на территории Византии и затем уже Отtomанской империи, именуется Хедерлес. Например, гагаузы, проживающие на территории современной Молдавской республики, они выходцы из территории Турции, праздник святого Георгия именуют Хедерлес. Сербские цыгане – Эдерлези. Вот если кто из вас смотрел знаменитый фильм Эмира Кустурицы «Время цыган», да, там как раз вот эта трогательная, значит, песня, которая выполняется, да, она в честь святого Георгия. И потом есть современное переложение, значит, сербского, тоже известного композитора, этих мотивов. Но теперь я хочу ваше обратить внимание еще на одну интересную деталь. Значит, Николай Джанаши был такой абхазский автор, который написал одну из первых статей «Религиозное верование абхазцев». Читать эту работу очень сложно. Почему? Потому что человек писал все, что говорили люди. Да? Ну, я, честно вам сказать, конечно, там 80% не исключалось, я думаю, вы тоже со мной согласитесь, выкидывать надо из того, что он зафиксировал. Для примера, вот сейчас я вам скажу, вы мои прихожане, даю вам, значит, я беру тетрадь и ручку, и у каждого буду вас спрашивать, как вы понимаете христианство, христианского понимания Бога, традиций. Каждый из вас скажет такое, да, которое, если я потом соотнесу с евангельским учением, мы все будем в большом недоумении. Вы христиане, значит, то есть нельзя, вот эта ошибка наших этнографов, когда они за чистую монету, простите за выражение, воспринимают все, что говорил и говорят конкретные люди. То есть они думают, что он, носитель информации, сохранил то, что было известно 2000 лет тому назад. Я сам живой свидетель этого, потому что буквально несколько недель тому назад мне нужны были какие-то определенные материалы. Я ездил в несколько деревень абхазских в Гудауцкой части и говорил с очень взрослыми людьми, которым за 80. Люди не помнят, что было 20 лет тому назад конкретно. Не помнят конкретных дат. Возможно так, это может быть было так. И самое страшное, что один рассказ с другим не сходится. Как можно, если мы говорим о серьезной науке, хотим абхазскую серьезную науку этнографическую, на основании устных сказаний транслировать это и сказать, что такая, оказывается, религия у нас была 2500 лет тому назад. Вот. На основании устного сказания человека, живущего в 20 веке. Мы, значит, создаем
Значит, воссоздаем форму религиозных верований Абхазии, которые были 3000 лет назад. Это, конечно, безумие. Но на что я вас обращаю внимание по поводу Эдерлези? Джанашия, речь идет о жителях восточной части Абхазии, в четверг на пасхальной неделе устраивали торжества в честь благодатного Тагерлаза. Значит, вы слышите некое сходство Эдерлези, Тагерлаза. Со слов Османа Камке, записанных в Джанаше, в старину, когда люди не так были развращены, Тагерлаз ко дню жертвоприношения для своей жертвы приводил дикого козла, как иелорская икона быка. Теперь он не приводит, ибо мы недостойны такой его милости. Совершенно понятно, что то же самое под влиянием вот общей культурной среды, как раз речь идет о святом Георгии. И теперь я перехожу уже к самому обряду, это небольшое пояснение, чтобы вы понимали. Дальше он пишет: если посвященная корова отелится бычком, этот бычок после откормления идет на жертву. Если же отелилась, то вместо нее откармливается жертвоприношение барашка. В том и другом случае обряд жертвоприношения совершается следующим образом. Назначенное на жертву животное приводят к крыльцу дома, куда выходят все члены семейства и становятся на колени лицом к востоку, сложив руки на груди и благоговейно соблюдая глубокое молчание. Мужчины снимают шапки. Значит, запоминайте, потому что вам придется участвовать во всех этих традициях. Значит, обратите внимание, вот из того, что я вам почитал, что мы сегодня утеряли? Вот в современных, потому что они идентичны с любым абхазским жертвоприношением, которое мы совершаем, вот из того, что я вам почитал, главное, что утеряно? Да. Да, значит, шапки еще снимают, слава Богу. Да, шапки снимают. Да. Но полностью мы потеряли в советское время стоять на коленях. Тот же Званба приводит и другие обряды, помимо этого, в других статьях, где он то же самое говорит, стояние на коленях. Дальше. Старший в семействе, взяв жертву за уши, произносит следующую молитву. Да, еще один элемент, который мы потеряли. Почему-то мы в наше время считаем, что жертвоприношения, которые практикуются в быту Абхазии, нужно делать где-то там, значит, на поляне, в саду, еще где-то, да? Значит, там непременно, обратите внимание, что он к крыльцу дома, да? Значит, конкретно совершенно к крыльцу дома. Значит, взяв жертву за уши, произносит следующую молитву. Святой великий Георгий Иловский, приношу тебе определенным моим предкам жертву, не оставь меня и мое семейство своим покровительством. Дай нам здоровье, долголетие, удали от нас всякие недуги в настоящее и будущее время. Сохрани нас от злых духов и от дурных глаз. Не оставь также своим покровительством отсутствующих, наших родных и друзей и всех тех, которых мы любим. Все члены семейства отвечают «Аминь», встают и, поворотившись направо, кланяются к востоку, не делая, однако, при этом знамения. Посмотрите, вот вы слышали вот эту молитву. Разве она не христианская молитва? Обратите внимание, вы люди уже, которые церковную жизнь ведут, сколько раз вы в храме слушаете во время совершения литургии, когда я читаю молитву за тех, кто не смогли прийти, значит, в этот день, и вспомним их в том числе. Понимаете, то есть, конечно, вот этот фрагмент был бы интересен нам на абхазском языке, да, если бы он, потому что мы могли бы для себя очень информативно. Дальше смотрите, все встают с колен и кланяются на восток. После этого, зарезав жертву, варят мясо. Кроме того, пекут пирог из пшеничной муки, начиненный сыром, и делают небольшую восковую свечу. Потом, читавший молитву мужчина, отправляется в сарай и открывает посвященный кувшин. Значит, обращаю ваше внимание, я не зря сказал с самого начала, что я не приемлю слово «жрец». Дело в том, что вот эти обряды совершались главой семейства. То
То есть старший, если был живой дед, значит дед. Если живой деда не было, отец, значит отец. Никаких, значит, из общества жрецов никого не приглашали. Когда мясо жертвы сварилось и пирог испечен, несут их в сарай, ставят около заветного кувшина и приносят свечу, ладан и горячие угли. Все семейство становится, обратите внимание, на колени, лицом к востоку, так, чтобы кувшин находился перед ними. Старший в доме, зажегший свечу, прилепяет ее к горлу кувшина, кладет немного ладана на уголь, и когда он задымится, повторяет ту же молитву, которую он читал перед закланием жертвы. Члены семейства отвечают «Аминь». То есть, вот из того, что сейчас я вам прочитал, что у нас утеряно? Подумайте, пожалуйста. Самое главное, что утеряно. У нас сегодня нету кувшинов, зарытых в сарае. То есть в 20 веке мы полностью заменили традицию хранения винной продукции на деревянные бочки. Значит, соответственно, единственное, где мы еще сохраняем это так называемый пасхальный кувшин, который вы знаете, что он еще находится отдельно, значит, и там совершается жертва на пасхальный день. А остальная же традиция утеряна. Далее, по окончании молитвы распределитель обряда отрезает от сердца печенки и пирога по куску и, обмочив в вине, сжигает их на углях. Я здесь хочу обратить особое ваше внимание. Дело в том, что в описании обряда жернера, хичхвана, значит, который дает этот же автор, только уже в другой статье, он говорит, что это делалось то же самое и там. Сегодня мы с вами практически ни в одном сохранившемся обряде никогда не используем угли, где мы первую часть жертвы, которую приносим, сжигаем полностью. А теперь вспомните лекции Германа по Ветхому Завету. Значит, как приносилась жертва, десяток раз прописанная там. Сегодня мы делаем как? Либо ахичхвана, когда жирыч делают, ложат в каком-то месте наверху, либо сразу же вкушают. Значит, человек, который первым совершает молитву, он вот этот отрезанный первым вкушает. Жертва заключалась в том, что, значит, из Ветхого Завета вы помните, что жертва означала всецелое всесожжение жертвы, которая приносилась на костре, да, или на углях, неважно. Вот. А у абхазов с учетом уже трансформации, разумеется, это речь не идет у каждого народа своей традиции, да, но с учетом трансформации, вот первая часть, это как раз была жертва, когда на углях он сжигал, а потом уже продолжалось совершение. Я к чему это говорю? Потому что вы потом, значит, когда многие из вас эти традиции дома имеют и сохраняют и так далее, не стесняйтесь. Вы можете говорить, что все-таки было бы правильно, и, кстати сказать, еще один элемент, который мы упустили, вот, это ладан, да, который почему-то мы сейчас только это делаем во время помина, когда вы знаете, что стоит стол, и внизу мы ложим угли, и там, значит, бросаем, чаще всего сейчас стали бросать восы, да? Ну, братья и сестры, в наше время, слава Богу, достать ладан или тогда не составляет проблем. Все-таки элемент ладана, как атрибутика этого обряда и вообще, значит, атрибутика христианского обряда, да, конечно, должно быть присутствовать. И этого не стесняйтесь. Ну, если вы скажете, сошлетесь, только на меня не ссылайтесь, да, когда вы это будете исправлять. Если вы сошлетесь на меня, скажете, это Дорофей придумал, вам рассказал, значит, вы скажите, что в 1852 году сам Соломон Званга, значит, записал, тогда это будет более авторитетно. Дальше. После того выходит из сарая, выносят мясо жертвы, пирог, садятся за стол и пируют с полным упованием на покровительство святого, приглашая на пир своих соседей, если у тех не было в этот день подобного жертвоприношения. Здесь тоже очень важный момент, что соседи или близкие люди, или ваши друзья, как в наше время мы говорим, приглашаются после совершения вами
уже самого обряда. А не так, мы собираем всех, значит, потом что-то там делаем и сразу садимся кушать. Теперь дальше. Обряд этот исполняется всеми природными абхазцами без различия вероисповедания. Назначенного дня для такого обряда не имеется, а преимущественно совершают его на первый день Пасхи поутру, то есть крещенные после обедни, а магометяне и язычники поутру рано. Скажите, пожалуйста, вы уже люди, которые знаете христианскую традицию, почему после Пасхи совершается Святой Георгий? А? Не бойтесь, не бойтесь. Когда мы празднуем Святого Георгия? 6 мая или по-старому 23 апреля всегда практически во всех случаях приходится на первой неделе после Пасхи. Помните, я вам до этого сказал, что в четверг Великой Пасхи совершается эдрелези, то, что я говорю. То есть абхазцы определили жертву Святого Георгия после Пасхи, потому что именно в это время совершается День памяти Святого Георгия Победоносца. Даже мы с вами, когда поедем, ездили, кстати сказать, в Ануку, в храм Святого Георгия, мы что поем прежде всего, когда я начинаю службу? Пасхальный тропарик. Потому что Пасха вот только закончилась. Поэтому даже вот этот элемент, он уже нам показывает, откуда идет традиция. Другое дело, что вам сейчас легко определить, когда Святой Георгий, когда Святой Федор, когда Пасха. Потому что у каждого у вас есть телефон, календарь, дома висят календарь. А вы представьте себе людей, которые не имели ничего, и они по признакам природы или в случае наличия священника определяли день памяти. А когда нет священника, это вы можете ко мне прийти и спросить: батюшка, когда будет Пасха? Я вам скажу. Или я вам скажу завтра Святого Георгия. А бабушки и дедушки наши, которые не было священников 300 лет, кого они спросили? И, разумеется, они условно определили, что это после Пасхи. Там первый день, второй день, неважно, но это после Пасхи. Дальше. Кто не мог исполнить в этот день по каким-нибудь обстоятельствам жертвоприношения, в наше время обстоятельства только одни, деньги не смогли собрать, община не смогла собраться и так далее. Значит, не из этого обряда,